Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Горячие новости для вас. Загадайте, пожалуйста, на себя, на горячие новости. И давайте вместе посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Мои хорошие, не забывайте, что это общая отсыпка. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Итак, мои хорошие, давайте пойдем по порядку. Хочется начать именно с этой волны. Здесь волна такая классная, в правую сторону идет. Быть на волне — это значит быть успешным, это значит быть ресурсным. Это значит, что ваши дела начнут решаться. Волна у вас такая крутая, и идет она в правую сторону, то есть на благо вам. Здесь подъем, здесь улучшение, здесь свершение, и здесь действительно все сдвинется с мертвой точки. Дальше показывают очень заботливого, но и немного надоедливого человека. Здесь кто-то, желая вас уберечь, желая вам помочь, превратиться в такой банный листик, который прилип к вам и никак не хочет отлипнуть. Придется вам от этого человека отбиваться, либо, возможно, даже прятаться. Кто-то очень чрезмерно, как бы это правильно сказать, чтобы никого не обидеть, чрезмерно человек надоедливый в своей заботе, либо прицепился к вам, да, и пытается вас от всего как спасти, отгородить. Ну, в общем, как бы за заботу спасибо, но не в таких объемах, да, либо в таких объемах не стоит. Дальше показывают большую птицу с маленькими крыльями. Ну, буквально сейчас что-то решается по поводу вас, либо для вас. Крылья маленькие, еще не выросли, то есть не подготовлены документы. Либо не того человека, не выбрали того человека, который вам должен озвучить свое решение. Но с правой стороны у нас фрагмент, то есть это все-таки к добру. Если вы куда-то подавали документы, если вы обращались с какими-то просьбами, если у вас какие-то есть нужды, например, да, и вы кого-то просили там помочь, поддержать, что-то для вас сделать, решение принимается прямо сейчас, и судя по правой стороне, это решение, оно будет очень благополучным. То есть это будет да, это будет позитивно, и вам точно не откажут. Возможно, вам придется еще немножко подождать, потому что крылья короткие, да, пока они отрастут, пока эта птица к вам прилетит. Но это решение вас явно порадует. Именно сейчас происходит обсуждение, либо именно сейчас люди принимают это очень хорошее для вас решение. Дальше вас показали в виде человека в длинном белом платье. Мужчина и женщина одинаково идет предсказание. Белое. Одеться в белое значит обелиться. Одеться в белое значит быть успешным. Одеться в белое значит быть здоровым. Что бы сейчас вас не преследовало, какие бы проблемы вас не преследовали в жизни, совсем скоро вы переоденетесь. Переоденетесь в светлый цвет, в белый цвет. Цвет благополучия. Так, еще рядом с вами мужчина. Этому мужчине от вас что-то нужно. Но если вы женщина, то, скорее всего, хочет вас соблазнить. Если вы мужчина, то, скорее всего, хочет как-то вами попользоваться, но в плане там, занять у вас денег, либо поручить вам свою работу. Будьте поаккуратнее и знайте, что этот человек сам себе на уме. И с этим человеком лучше, конечно, дел не иметь. Ну, то есть здесь нет каких-то серьезных помыслов в вашу сторону. Здесь как пустые обещания, либо человек может вам специально там льстить, заискивать перед вами, лишь бы своего добиться.
И еще с левой стороны показывают образ кого-то, кому сейчас очень плохо. И этот человек очень сильно винит вас, в вашу сторону пальцем показывает. Человеку плохо, человек может заболеть, у человека могут быть какие-то беды, неприятности, и человек в этом обвиняет вас, как будто бы заочно обвиняет. У одних отыграется, что это ваши недоброжелатели, и им сейчас плохо, и они обвиняют вас. Знает кошка, чье мясо съела. А у других отыграется, что человек, может быть, сам допустил ошибки и, например, там, на вас возлагал большие надежды, а вы как бы и не при делах, да, и человек говорит, вот мне из-за нее плохо. Допустим, какой-то бывший, да, который себя некрасиво повел, и вот он все ждал, надеялся, что вы за ним придете, начнете уговаривать, вы не пришли. Либо человек периодически повторяет одну и ту же ошибку. Вы все время приходили, спасали, помогали, потом вам надоело, и вы такая, все, типа, сам разбирайся, либо сама разбирайся. И человек сейчас запутался в своих проблемах, да, и вас винит в том, что вы не приходите и не помогаете. Да, заочно, значит, кому-то на вас жалуются, вас пальцем тыкают в вашу сторону. Вот, почему-то как вы ответственная, либо ответственный. Дальше, мои хорошие, показан человек, который готовит для вас подарок. У человека просто вот голова закипает, не знает, что вам подарить, что вам купить. То ли у вас день рождения скоро, то ли это уже новогодние подарки. У человека там просто паника внутренняя. Человек весь дерганный такой стал, да, перебирая там всякие предложения, может быть, в интернет-магазинах, может быть, ходит в прямом смысле слова по магазинам, не может выбрать подарок. Человеку нереально сложно. И если вы понимаете, о ком я говорю, либо вы кого-то позвали, пригласили, не лишним будет хотя бы намекнуть на то, чего вы хотите, облегчить судьбу и жизнь этому человеку, чтобы попроще было, да, этому человеку пойти уже конкретное что-то купить. Иначе человек просто вот буквально сойдет с ума совсем скоро. Голова кругом от этих предложений, но человек не может определиться, что конкретное вам купить, что вам подарить. Дальше. У кого-то на работе какой-то заговор, какие-то подковерные игры происходят. Одни люди против других объединяются. Либо там даже какая-то холодная война происходит, да, как две группировки. А может быть, это группировки там, руководства против подчиненных, да, в таком ключе. Что-то нездоровое в вашем коллективе. И, если честно, ничем хорошим это не закончится. Вам здесь такой совет: ни во что не вмешиваться, никого не поддерживать, быть абсолютно нейтральным. Это прям идеально. Не знаю, какие-то глупости. То ли людям заняться нечем, то ли люди уже просто с ума сходят от того, что там жизнь тяжелая, все ухудшается. Какие-то бунты могут быть, либо могут быть какие-то провокации. Нет, ни во что не вмешивайтесь. Большая курица села на гнездо. Не торопите эту курицу, иначе она нестись не будет. Курица – это перспективы, яйца – это деньги, либо это новые возможности. Что-то уже началось, но форсировать нельзя, нельзя торопить, иначе вы все можете себе сами погубить. То есть, если вы чем-то занялись, результата нет, стоит подождать. Если вы несколько дней чем-то занимаетесь, результата нет, тоже стоит подождать. Вам не время паниковать, вам нужно набраться сил, терпения и просто выждать. Эта курица, она медленная, но как только она начнет, ее уже не остановить. Она очень крупная, значит, и яйца будут либо очень крупные, либо их будет очень много. Вот, поэтому наберитесь терпения, займитесь чем-то другим. Не смотрите вы на эту курицу. Все, пусть она занимается своими делами, а вы своими займитесь. Дальше вас показывают большой пчелой. Кому-то, я так понимаю, придется очень много работать, да? А у кого-то отыграется ситуация, что вас видят, такого безотказного человека, которого можно по полной там загрузить, нагрузить, и вы типа должны все это тянуть. Даже если вы работаете сами на себя, бывают такие клиенты, которые типа, я же деньги плачу, да, мне в любое время суток желательно, да, вы же должны, я же за деньги. Вот. С какой-то такой глупостью столкнетесь, либо сами на себя очень большой объем работы повесите. Пчелы, конечно, классные, но себя нужно любить, себя нужно беречь и, конечно же, уважать. И тогда и другие будут уважать.
Вы не пчела, вы человек. Вот. У вас должны быть помимо работы еще другие интересы. Так, чей-то дом показывают, и в доме какой-то беспорядок. А вы, видно, то ли недавно поубирали, то ли вы хотели там протянуть, например, до выходных. А там беспорядок, понимаете? Вот такое впечатление, что там, не знаю, крошками посевали, либо все вот так вот вытаскивали из шкафов, из ящиков. Ну, кто-то либо в спешке что-то искал, либо дети, ну, баловались, да, не заметили, что сделали. Кому-то предстоит уборка. И уборки, если честно, будет много. Много. Ну ладно, раньше времени уберете, на выходных уже будете отдыхать. Так, кошка, которая крадется, как будто бы птичку хочет поймать. Следите за своей почтой, следите за как почта, почтовый ящик, и доставка, и также почта электронная. Допустим, если ваш гаджет доступен другим людям, здесь явно попытка что-то ваше перехватить, либо забрать. Но если это доставка и почта, то могут действительно перехватить какие-нибудь там злые люди, забрать вашу посылку себе, ваше письмо просто взять себе, да, и вам не отдать. И также электронное письмо могут либо прочитать, либо вообще удалить. Это очень важно. Тут с правой стороны вам такое предупреждение. Кошка уже крадется за птичкой. Птичка ваша, либо для вас летит. Дальше здесь какой-то крепкий орешек, и вам придется раскусить этот орешек. То есть добраться до истины. Ощущение, что что-то не то, не так, обманывают, не договаривают, либо человек не тот, за кого себя выдает. Это ощущение, оно просто вас ведет, вы ничего с собой поделать не можете. И ну вот как я вижу, это единственный вариант узнать правду, либо добиться правды, узнать истину. Ваше ощущение, оно правдивое, либо ваша интуиция вас не подводит, не врет вам. Здесь явно какие-то тучи сгустились вокруг вас, и нужно все выяснить. Покупки, закупки, приобретение чего-то для себя, либо для своих близких. Как обычно, идете за чем-то одним, а возвращаетесь с огромным количеством пакетов, кульков, сумок, да, очень много всего прикупите, ну и деньги потратите. Потратите больше, например, чем планировали, либо больше, чем себе отпускали. Ну, зато скупитесь, много всего приобретете. Кто-то из родственников обеспокоен тем, что с вами давно не общался, либо не видел. И вот этот родственник прям какую-то панику поднимает. Вот где вы, что вы, почему пропали, почему не общаетесь, что там с вами происходит. Всех как будто бы на уши ставит, всех тех, кого вы знаете, всех тех, с кем общаетесь. Дальше показано, что вы на кого-то, не желая того, произвели очень хорошее, неизгладимое впечатление. Человек прямо последние несколько часов либо суток только о вас и думает, только о вас и говорит. Человек с вами противоположного пола. То есть если вы женщина, то на мужчину произвели впечатление. Если вы мужчина, то на женщину. Прям забыть вас не может. Все думают: боже, ой, какая умная, какая хорошая, какая сообразительная, там, интеллигентная, хорошо воспитанная, симпатичная, да, вот прям ходит, все вспоминает о вас. Кстати, этот человек вам может присниться. Если вы эмпат, вы явно уловите, этот человек вам приснится. А если вам уже приснился какой-то малознакомый человек, либо тот, с кем накануне вы общались, то это именно тот человек, на кого вы произвели впечатление. Дальше показывают ворон. И они как будто бы собираются в стаи и как будто бы улетают, отлетают. Куда летят, не скажу, но плохих людей вы будете встречать все реже и реже, все меньше и меньше. И те плохие люди, которые уже были в вашем окружении, они как будто бы сквозь землю провалятся. То есть вот вроде был человек, раз и нету, и не видно, и не слышно. Но для вас это хороший знак. Так, еще запрос на справедливость. Здесь вас то ли кто-то задел, то ли обидел. И вот как будто бы справедливости вам не хватает. Вы хотите этой справедливости, а справедливости нет. Здесь показано, что как таймер, скорее всего, либо песочные часы, что-то вот запущено. Время уже отсчитывается. И хороших новостей нужно немножко подождать. Да?
Уже хронометраж отсчитывает время. Вот, так что не переживайте, справедливость обязательно будет. Мужчина женщину от другой женщины с собой закрывает. То ли какая-то женщина вами недовольна, то ли нападки со стороны какой-то другой женщины, а мужчина закрывает. То ли это ваш мужчина, то ли это просто хороший, добрый мужчина, который вступится за вас. Вот с собой от какой-то другой женщины закроет. У кого соседи такие хлебосольные, как будто кто-то, кто рядом с вами, чем-то с вами делится, либо что-то вам приносит. То, что вам, например, либо нужно, либо не очень нужно. Но это будет неожиданно, и у вас какое-то чувство, вот что нужно как-то отблагодарить, да, чувство долга у вас остается. Мои хорошие, тот, кто вам дает, он не ждет от вас никакой благодарности. Человеку просто хочется помочь, либо есть чем поделиться, и человек вам принес, потому что хорошо к вам относится. Не надо вот эту запускать цепочку, что ты мне, я тебе. Вот это ни к чему. Просто ни к чему. Достаточно поблагодарить и все. Так, еще показывают, что какой-то человек, кто вам неприятен, прям чувство антипатии испытываете вы к этому человеку. Этот человек опозорился, где-то опозорился. Человек стал, либо стало посмешищем. И совсем скоро вы узнаете о том, что случилось. Человек, подобно шуту, подобно какому-то клоуну, да, пугало огородное, какую-то очень плохую репутацию себе заимела. И теперь ничего, грубо говоря, у этого человека не получится. Все будут высмеивать. Вот каждый раз вспоминать с улыбкой, со смехом. И даже с какими-то колкими, едкими замечаниями. Для вас это хорошие будут новости, а когда вы узнаете всю эту историю, то вы будете очень долго и громко смеяться, прям до слез. Дальше показывают виновного человека, виновного в каком-то преступлении, либо в деянии, либо в поведении нехорошем, в поступке, в проступке. Виновный найдется, виновный придет сам, виновный будет раскаиваться. У человека сейчас муки совести, и человек-то долго не протянет. Тот, кто виноват, сам себя виновным назовет и будет раскаиваться, просить прощения. Но опять же, я не могу сказать, в чем конкретно виноват этот человек. Я думаю, кому подходит это предсказание, вы поймете. И еще показываю человека, который передумал поступать с вами плохо. С правой стороны. Может быть, что-то хотел плохое сделать, либо обмануть, например, хотел. Человек передумал. Вот передумал, типа, я поступлю честно, я поступлю правильно. Для вас это добрый знак. Здесь как будто бы ангелы этому человеку нашептали, что неправильно, это все некрасиво, понимаешь, это дурная история, дурным пахнет. Давай скорее передумывай. Человек передумал. То есть подвоха, либо какого-то мошенничества, обмана не будет. Вот об этом вам просят передать. Дальше показано, что кто-то против вас нечестно действует, нечестно поступает. И там не один человек, они то ли компания, то ли их несколько, то ли они чем-то с друг другом связаны. У этих людей буквально недавно совсем начались очень серьезные проблемы с законом. Что-то они делали неправомерно, возможно, не только против вас. И как будто бы их поймали на горячем. Сейчас там разбирательство, и ничем хорошим это не закончится. Либо закончится чем-то очень плохим. Вы тоже об этом скоро узнаете. Дальше, мои хорошие, показаны ваши то ли подруги, то ли родственницы. Такие вот женщины интересные, озорные, веселые. Что-то они такое придумали. Куда-то они вас хотят позвать, либо пригласить, либо где-то с вами вместе время провести. Что-то такое придумают, чтобы вы именно согласились. Попытка, конечно, не пытка, но они вам хорошего желают, не плохого. Хотят с вами весело время провести, либо хотят, чтобы вы наконец-таки вышли из дома, развеялись. Хорошие женщины, как говорится, каждому таких подруг, либо родственниц, они вас действительно очень любят и очень сильно за вас переживают. Также показывают дорогу, которая вас позовет. Это какая-то срочная поездка, либо какая-то срочная необходимость куда-то ехать. Не отказывайтесь, поезжайте. И вижу, что у вас
в пункте назначения что-то очень хорошее ждет. Либо все очень-очень удачно для вас сложится. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.